происходящего. Для меня все это неожиданно. Но я как-то интуитивно готовился и где-то дать ответ. Мне нужна книжка. Передайте мне книгу. За несколько прошедших лет я выпустил 4 философские книги, философско-психологических. 4-я, она вам и многим, кто захочет когда-то с этим познакомиться. Но ее особенность та, что часть страницы на русском, а 2-я уже с переводом на английский язык. Для того, кто хочет научиться по-английски говорить, это вам лично. Спасибо. Спасибо за этот вечер и за такую потрясающую неожиданность. Потом для меня буквально таким интересным становится столько много людей и интересуется по профессиональному такой тонкой дисциплиной, как психологическое воздействие. Вот это мне интересно. Ну вот, какой-то шаг я в этом отношении сделал, но я вам скажу, он был настолько рискованный моментами. Вот буквально мы ночью вернулись из Тбилиси. Меня там тоже многое что удивило. Первое. В Тбилиси нет улицы имени Исальяни. Георгия Давидовича Исальяни, который сделал телемост Киев-Тбилиси. Операции. 2 сложнейших операции на брюшной полости. Я не увидел в больнице, сейчас там института нет, он почему-то сгорел, а только институт, а только больница. Я нигде не увидел портрета Георгия Давидовича Исальяни. А вот представьте себе, какая была сложность. Самая главная сложность была проведение этого телемоста, не только брюшная полость, самое уязвимое шокогенное место, а то, что пациентка имела тяжелую форму аллергии. И когда, я не буду об этом подробно рассказывать, но о самом главном, что как-то не замечается прессой, ни журналистами, никем. Когда она лежала в Киеве и ей провели 4 операции, то у нее было 2 клинические смерти. От чего? От наркоза, на который она давала аллергическую реакцию. Не только на этом, на свет, на пыль, на шерсть, но на весь мир. Весь мир для нее был сплошной аллерген. И вот она лежит на столе, и представьте себе, ведь ужасная боль должна быть. Любой мужчина хоть раз в жизни получал хоть легкий удар сюда. И смеяться в это время или плакать ничего нельзя было. Боль и все же, или потеря сознания. И вот делает операцию, ну и вдруг эта пациентка начала морщиться, и говорит, мне больно, ой, мне больно, больно, а дальше уже наступает финиш. И тогда надо было бы сделать что? Новый препарат. И тут же сразу возникла бы 3-я клиническая смерть. Вот почему я считаю подвиг Георгия Давидовича Исальяни настоящим не только медицинский, а чисто такой гражданский, общественный, всесоюзный, всемирный подвиги. Вот об этом я хотел сказать. Очень приятно и известно, что столько людей интересуется психологией и интересуется ее вариантом дистанционного воздействия. Научить, я сейчас сам хочу по истечении стольких лет, 35 лет в марте будет телемосту, я хочу сделать 3-й телемост. Задумка была после того, как я увидел, что Илон Маск стал запускать ракеты в сторону Луны, на Луну. Но оказалось, что он их не конструировал, а их делали другие. И лунный проект, я связался с ним через наших общих знакомых, писал ему письма, ему, потом еще другим астронавтам и так дальше. Но он на это не пошел, потому что ракет не было, ракеты взрывались. А я хотел, чтобы он меня закинул на эту Луну. Ну, представляете себе, какой для человечества был бы шок. Представляете,
другой человек на Луне и оттуда не просто собирает грунт. Астронавты были, но накопали много грунта, а дальше что? А вот оттуда провести обезболивание на Земле. Какие? Опять же, тяжелые операции. Ну и так дело уже тянется 2 года. Сейчас я решил масштаб из-за этих ракет уменьшить. Ну, в пределах Земли, а через океан это плохо или хорошо? При условии, в каком городе делать? Я сначала, вот мы поехали в это самое Тбилиси и думали, там же площадка готовая, уже стены помнят, никто ничего не помнит. Молодежь, считать где-то там им 40 или сколько лет, они были дети тогда, они не знали того размаха популярности и интереса. Вот. А остальные, ни один хирург не возьмется это делать с перепугу. И поэтому, хоть поездка была тяжелая, мы встречались с анестезиологами, как они говорили, что нет такого препарата, что можно было как-то вмешаться в это, и, допустим, пациент на столе. Но об этом я не хочу долго говорить, эта идея не погасла. И я лелею мысль, что ввиду такого социального статуса и России, и в мире, возможно, все что угодно, какое-то потрясение нужно человечеству. Например, 4 миллиарда аллергиков. Всемирная организация здравоохранения доит где-то 194 страны. Они ее поддерживают. А где результат? Хоть одного аллергика излечили? Нет. Теперь прошу вас, а кто из вас вылечил хотя бы одного аллергика? Есть, да? Есть. Вот как хорошо. Препаратами? Нет. Нет? А как? Через психику. Разговоры. Через Ну, хорошо. психику. Как? Убрали реакцию психики. Так что через психику? Я тоже сейчас через психику. Ну, я не знаю, сколько, как это они делают, и я делаю по-другому. Знаете как? Снятие аллергии. Ну вот представьте себе, чтобы сейчас кто-то из вас сделал, у кого седые волосы стали темные. Никогда не будет этого. Это все разговоры. Как в Библии написано, не клянись головою своей, ибо ни единого волоса не сделаешь ни белым, ни черным, и наоборот. Нужно создавать определенную ситуацию, программирующая ситуацию. Ну вот, как я думаю, что может быть? Вдруг вы всем, и Владимир Владимирович, и с вашей стороны, и еще другие люди, которые правильно оценят мою работу, дойдут до того, что вместо здесь будет сидеть Маск, я буду посередине, а там через океан будут лежать на столе люди, которых надо будет оперировать без наркоза. И тогда мир должен здорово. Заранее аплодировать бесполезно, потому что это в социальном и политическом плане очень сложно, но возможно. Вот и все. Поэтому я приглашаю вас смотреть наши онлайны. У меня на YouTube-канале есть первый канал и второй. И там где-то, по-моему, около 400 выходов с объяснениями, разговорами об этом всем. Но единственное, что очень трудно в настоящее время, благодаря наездам прессы, не только прессы, но и мракобесам, которые с самого начала им не понравилась моя работа, они видели во мне, так сказать, конкурента, вот, или уважаемого человека, который мешает. Ну, Или завидовали вам, или завидовали, да. то, что они не умеют так, а вы умеете. Вот. Что у меня внутри? Абсолютно нормально. Внутри. Если взять то, что вы хотите чем заниматься, телом, самая главная моя особенность моего дела, это только воздействие на ткань, на тело. Если вы скажете, что я вылечил человека, а что ты вылечил? А вот у него хорошее настроение. Нет, это не то. Это не факт. А вот уже не боится темноты. Не то. У него нет депрессии. Не то. Нет панических атак. Не то. А что? А если у него прошли рубцы на сердце? Постинфарктные. Вот это же то.
А если у него или у нее прошла миома матки неоперативным путем. Не так давно я познакомился, года 3 тому назад, с одним человеком заочно. Штат Кеннесси, правильно, кажется, Кеннесси, да? Канзас.